На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ответственность должна идти в ногу с полномочиями. Абхазское народное движение презентовало концепцию реформирования органов исполнительной власти в Общественной палате республики. Живопись в новом формате. На площадке «Спутник Абхазия» презентовали онлайн-выставку «Изоляция искусства». Начнем с эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 1 сентября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 562 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 125 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 25 324 человека. Зарегистрировано 380 летальных случаев. Выздоровели 21 380 человек. С открытием российского госпиталя работать стало легче, количество больных уменьшилось, сказала в интервью «Спутник» заместитель главного врача Гудаутского госпиталя Ангелина Оторба. Основная госпитализация идет в их госпиталь. К нам госпитализируют в основном пациентов Гудаутского района. Пользуясь такой передышкой, мы стараемся провести генеральную уборку отделений нашей больницы, потому что нагрузка на учреждение была большая. Нам необходима генеральная уборка и обработка всей нашей территории, отметила она. До приезда российского мобильного госпиталя в пик заболевания в Гудаутский ковид-госпиталь поступало до 25 человек в сутки. Сейчас такого большого количества нет, говорит Оторба. Медицинский персонал продолжает к нам приезжать, потому что все люди устали работать. Без помощи медработников из других районов республики нам трудно справиться. Помощь нам нужна, и она продолжает поступать, рассказала заместитель главврача. В Абхазском государственном университете занятия для студентов первых курсов начнутся 6 сентября, а для остальных – 15 числа. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в Абхазском госуниверситете. Студенты и преподаватели должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования: ношение масок, обработку рук дезинфицирующими средствами и соблюдение социальной дистанции. Как сообщает пресс-служба АГУ, такое решение принято в ходе заседания ректората, где обсуждались результаты приемных экзаменов, а также организационные вопросы, связанные с началом учебного года. Отметим, что несколько дней назад специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России продезинфицировали помещение и прилегающую территорию Абхазского государственного университета. Официальная хроника. Президент Абхазии Аслан Бжани поздравил президента Араика Арутюняна и народ Арцаха с государственным праздником Днем Республики. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: 2 сентября 1991 года начался новый этап строительства арцахской государственности, ее социально-экономического развития и обеспечения прав и свобод человека. Сегодня Арцах переносит тяжелое военное время. Тысячи лучших сынов и дочерей сложили свои головы во имя свободы Родины. Тем не менее, руководство страны во главе с вами, уважаемый Араик Владимирович, прикладывает все силы для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в Арцахе. В Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация из Российской Федерации. Вице-премьер, министр экономики Кристина Азган встретила заместителя министра экономического развития Дмитрия Вольвача и заместителя министра энергетики Евгения Грабчака на границе с Российской Федерацией. По дороге в столицу российские коллеги осмотрели социальные и инфраструктурные объекты, восстанавливаемые на средства инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В первую очередь делегация посетила парк принца Ольденбургского, восстановительные работы которого осуществляются в рамках мероприятия развития города Гагра как курортно-туристического центра и должны быть завершены до конца года. После осмотра парка члены делегации посетили две гагрские подстанции – Гагра-1 и Бзыб. Реконструкция подстанции Бзыб предусмотрена инвестпрограммой 2020-2022 годов и реализуется в рамках программы перспективного развития электроэнергетики Абхазии. Работы, которые ведутся на подстанции, в данный момент позволят увеличить мощность подстанции.
Ответственность должна идти в ногу с полномочиями. Абхазское народное движение презентовало концепцию реформирования органов исполнительной власти в Общественной палате республики. Лидер организации Адгур Ардзинба изложил основные предложения, в числе которых ликвидация должности вице-президента, премьер-министра и вице-премьеров, сокращение количества госорганов с 30 до 12, а также наделение главы государства реальной ответственностью за исполнительную власть. Подробнее Надежда Боровикова. Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба презентовал концепцию реформирования исполнительной власти членам Общественной палаты. В первую очередь он предложил ликвидировать должности вице-президента, премьер-министра и вице-премьеров. По закону эти должности сугубо технические, не предоставляющие широких полномочий. Но на деле они являются предметом торга на каждых выборах, отметил Адгур Ардзинба. Мы предлагаем исключить из модели государственного управления должность премьер-министра и вице-премьеров. Мы знаем и выборы 2004 года и так далее, можно продолжать, когда должность премьер-министра, она уже наполнялась каким-то политическим содержанием. То есть заранее оговоренных, на первом этапе это были кулуарные какие-то, на последнем, на выборах 2020 года мы вообще столкнулись с тем, что шел открытый, слово «торг», наверное, больше всего подходит за эту должность. То есть по Конституции, по нашим законам, главой исполнительной власти является президент, а по факту, как между собой договорились, как распределили эти полномочия. Адгур Ардзинба подчеркнул, что сегодня Кабинет министров и аппарат президента по функциям полностью дублируют друг друга. Во многом это усложняет работу исполнительной власти и мешает продвижению эффективных инициатив. Сегодня более 30 центральных органов власти. Мы имеем ситуацию, где, если вернуться к Марксу, базис и надстройка. Да? У нас базис, то есть экономика, экономическая основа, она очень слабая, на самом деле хрупкая, сам базис. Но надстройка у нас выстроена таким образом, что она, по сути, не дает этому базису развиваться. Она его подавляет своим огромным бюрократическим таким телом. Поэтому мы считаем, что можно из 30 сделать 12 министерств, центральных органов власти и одно надзорное управление, которые вполне могут на 240 тысяч населения справиться с теми задачами, которые есть. Член Общественной палаты, депутат первого созыва парламента Сократ Джинджоли задал вопрос лидеру АНД. У меня вопрос. Значит, вот вы 10 лет были во власти, вы сами сказали, и опыт у вас огромный. Скажите мне, пожалуйста, вот эти подобного рода изменения, внесение изменений в действующее наше законодательство, они не проходили вам в голову? Вы не пытались что-то сделать? Или это все шло, так сказать, тоже что-то мешало, видимо? Что мешало? Отвечая на вопрос Сократа Джинджоли, Адгур Ардзинба отметил, что предложения по реформе исполнительной власти были включены еще в 2017 году в концепцию 25 шагов социально-экономического развития Абхазии. Но система согласования и принятия решения слишком многоуровневая, чтобы быть эффективной. Поэтому АНД и настаивает на необходимости реформ. Мы разработали программу в рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте с поддержкой московской абхазской диаспоры. Беслан Агрба финансировал, привлечены были эксперты. На наш взгляд, хорошая была программа. Она была презентована в администрации президента. Дальше она должна была быть утверждена и рассмотрена Кабинетом министров. Так как они не принимали активного участия в разработке этой программы, у них сложилось свое видение, они взяли некоторое время на какие-то проработки, предложения добавить, доработать и так далее. Участие администрации президента тоже сложилось свое видение. Учитывая, что текучка кадров, потом правительство сменилось, опять новое правительство, у них свое видение, Кабинет министров имеется в виду аппарат Кабинета министров, премьер-министр и его вице-премьеры. В администрации президента тоже сменилось. Соответственно, опять эти какие-то противоречия, до смешного доходящее согласование, пересогласование. Таким образом, эта инициатива, она осталась на полке. И не только эта инициатива
очень много разных инициатив. Лидер АНД напомнил, что представители действующей власти в ходе предвыборных кампаний тоже соглашались с необходимостью реформы сокращения госаппарата, но серьезных изменений не произошло. Президент должен вместе с полномочиями получать и всю полноту ответственности. А то получается чуть что, премьер-министр провинился, его сняли. Но глава исполнительной власти по закону президент, подчеркивает Адгур Ардзинба. Сегодня президент имеет возможность не управлять, а царствовать. Понимаете, как это происходит? Вот есть кабинет министров, за который ничего не решает по факту. Вы же знаете, что все проекты постановлений, повестка, она согласуется в администрации президента. По сути, кабинет министров не принимает самостоятельно ни одного решения. Ни одного. Но при этом в глазах общественности кабинет министров, премьер-министров – это некий такой, знаете, орган, который за все отвечает. А президент время от времени появляется в этой повестке, раздает какие-то грозные поручения и исчезает в формат поздравлений, поездок, командировок. Хотя имея огромные полномочия. Мы предлагали, или давайте наделим кабинет министров, премьер-министра сделаем главой исполнительной власти, президент остается главой государства, или же давайте убирать эту модель. Член Абхазского народного движения Дмитрий Гварамия также заявил, что система исполнительной власти малоэффективна. В качестве примера рассказал о процедуре создания и согласования закона об образовании. Мы в течение, вот как взяли за эту работу, в течение 2,5 лет эту работу проделали. И существует на сегодняшний день разработанный законопроект, прошедший согласование, наверное, это один из немногих законопроектов, который прошел согласование со всеми существующими органами государственной власти. Даже с районными администрациями это обсуждалось, о том, как они видят. Обсуждалось Абхазским государственным университетом. Он лежит в администрации президента. Сменилась администрация президента. То есть это же не детище какого-то отдельно взятого чиновника. Это необходимо всем нам. То есть эту работу необходимо реализовать. И мне становится известно, что эта работа начинается заново. Зачем? Она уже проделана. В целом, члены Общественной палаты согласились с необходимостью реформирования исполнительной власти. При этом также признав, что многие предшественники Адгура Ардзинба говорили о реформах, тем не менее никто их до сих пор не реализовал. Адгур Ардзинба подчеркнул, что все озвученные изменения АНД предлагает осуществить не в случае, если они придут к власти, а уже сейчас. Это непопулярные меры, мы понимаем это, и поэтому предлагаем свою помощь действующей власти. Месяц назад мы направили концепцию в администрацию президента, но ответа пока нет, пояснил Адгур Ардзинба. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Грузия мешает участию в международных выставках и тщательно отслеживает действия ТПП Абхазии. Об этом говорится в сообщении на сайте Торгово-промышленной палаты республики. 1 сентября в Стамбуле открылась международная выставка продуктов питания и напитков. Во второй специальной секции для алкогольных напитков и знатоков вин было запланировано участие Торгово-промышленной палаты Абхазии в целях презентации продукции абхазских производителей. К сожалению, посольство Грузии в Турции выразило протест в связи с участием Республики Абхазия в качестве независимого государства в вышеупомянутой выставке и обратилось с нотой протеста в Министерство иностранных дел Турции. Организаторы выставки под давлением МИД Турции в последний момент были вынуждены исключить Абхазию из состава стран-участниц, о чем мы и уведомили ТПП, говорится в сообщении на сайте. Аналогичный случай произошел недели ранее, когда в адрес ТПП поступил отказ в выставке продуктов питания и напитков в столице Польши, Варшаве, проведение которой было запланировано на 5-7 апреля 2022 года. Несмотря на существующие преграды и непрекращающиеся провокации со стороны Грузии, Торгово-промышленная палата и впредь будет принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, продвигать положительный имидж республики и всегда доносить достоверную информацию об Абхазии мировому сообществу, отмечают в Торгово-промышленной палате. На днях введена в эксплуатацию отремонтированная остановка общественного транспорта в Синопе. Почему жители микрорайона раньше боялись становиться под нее и что думают о проведенном ремонте рабочими горстройпроекта, в репортаже пресс-службы столичной администрации.
Одна из двух самых больших остановок общественного транспорта Сухума находится в Синопе. Многие годы она находилась в удручающем состоянии. Микрорайон достаточно густонаселенный, и наличие функционирующей остановки необходимо жителям. 2 месяца назад в столичной администрации решили реконструировать остановку. Работу выполняли рабочие горстройпроекта, а контролировать весь процесс поручили замглавы Сухума Автандилу Сурманидзе. Эту остановку, значит, лет 28-29 никто не трогал. Данная остановка была в безобразном состоянии. По поручению главы администрации города Сухум было решено отремонтировать, отреставрировать. Но, как вы видите, отремонтировать и отреставрировать не получилось. Мы полностью заново построили данную остановку. И, по-моему, неплохо получилось. Вы где-то месяц-полтора мы данной остановкой занимались. Потом, как вы знаете, пошла стихия, ураган, наводнение. При урагане, когда природные катаклизмы пошли, мы эти работы остановили. И, как вы видите, эту остановку мы довели до конца. Автандил Сурманидзе был скрупулезен в деталях. Заставил даже дважды перекрасить лавочки на остановке и нанести для красоты лак, а не цветную краску. Сам же выбирал настенную мозаичную плитку в Краснодаре. По его предложению сделана и подсветка на остановке. Не обошлось и без курьезов. Когда рабочие приступили к ремонту, из ниоткуда один за другим стали появляться хозяева остановки, которые, видите ли, заняли это место под торговый объект. Но им доходчиво объяснили, что это государственная собственность и общественное место. После завершения ремонта результатом остался доволен не только столичный чиновник, но и местные жители, для которых все и было сделано. Наталья Ширяева рассказывает, что давно уже под старую остановку никто не становился, так как она представляла опасность для людей. Мы просто под ней боялись стоять. Там были уже дырки. И вот здесь остановка у нас была под зонтами. Так что, а сейчас просто великолепно. Спасибо огромное. Депутат Народного собрания Лаша Ашуба, который избирался по округу, в который входит и Синоп, знает о нуждах своих избирателей, постоянно мониторит их запросы и теперь радуется вместе с ними, что появился благоустроенный остановочный пункт. Может, это не самое значимое событие для города, но это определенно очень значимое событие для нашего района. Эта остановка очень востребована, ей пользуется огромное количество жителей, проживающих в этом микрорайоне. Также здесь расположены 2 детских сада, школа. То есть остановка была всегда очень востребована, находилась в аварийном состоянии. Я хочу поблагодарить администрацию города Сухум во главе с Бесланом Эшба, заместителя главы Авто Сурманидзе за то, что они проявили инициативу и помогли в ремонте этой остановки. Я также выражаю благодарность от лица всех жителей этого района. Жителям очень нравится новая остановка. Положительно оценил проведенную работу и глава города Сухум Беслан Эшба. Со специалистами горстройпроекта мэр осмотрел остановку на противоположной стороне улицы. Администрация города решила и ее привести в порядок. Перила вот так надо восстановить все. Отсюда до конца, по кругу и вот сюда. Ямахот. Это мы убираем. Вот это. Так, чтобы здесь люди не падали, вот отсюда надо это восстановить. Какую форму То, надо что делать? есть, восстановить там, где нету, где надо реконструировать. В итоге решено полностью демонтировать эту остановку и установить новую, так как старая не подлежит реставрации. Вандалы спилили даже железные опорные столбы, из-за чего часть крыши обрушилась, а ее остатки накренились. Кстати, на днях после некоторого перерыва возобновили движение троллейбуса по маршруту Тхубун-Маяк, останавливающиеся в том числе и в Синопе. Специалисты устранили многочисленные обрывы на линии, вызванные недавней стихией. Амра Амичева, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Информация правоохранителей. В Сухуме сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали закладчика метадона. Слово нашим коллегам из пресс-службы МВД. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Абхазия в результате проведенных оперативных мероприятий в городе Сухум по улице Ардзенба по подозрению в распространении наркотических средств путем так называемых тайных закладок на территории Республики Абхазия задержан Саидов Карим Абуталимович, 1999 года рождения, временно проживающий в столице. В этом телефоне что хранится именно? Фотографии.
Фотографии чего? Координат и тайных закладок. Тайных закладок? Да, с координат. А кому вообще вы скидывали данные, эти тайные закладки? Диспетчеру. Злоумышленник, сделав закладку посредством мобильного приложения Telegram, отправлял оператору фотографии с мест готовой закладки, за что получал денежное вознаграждение. В ходе личного досмотра вышеназванного гражданина сотрудниками милиции в кармане носимых брюк обнаружены и изъяты 12 заизолированных свертков со светлым веществом внутри. Согласно проведенному исследованию, в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Абхазия было установлено, что вещество из свертков, изъятых у гражданина Саидова, является наркотическим средством метадон. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного последний указал адресаты сделанных им ранее тайных закладок. Итак, уважаемые граждане, обратите внимание, пожалуйста, заизолированный черный сверток. Внутри свертка у нас прозрачный полиэтиленовый пакет, внутри которого белое вещество. За одну тайную закладку сколько вы получали? 600 рублей. 600 рублей. Обнаруженные свертки были направлены на исследование, где экспертами установлена их принадлежность к наркотическому средству метадон. Вам задается вопрос, под каким псевдонимом вообще вы работали? Как эти тайные закладки назывались? Как псевдоним назывался? Марго. Марго? Да. Далее было произведено обследование жилища по месту временного проживания гражданина Саидова в городе Сухум, где в личных вещах задержанного сотрудниками милиции были обнаружены 26 аналогичных свертков со светлым веществом внутри, как впоследствии установлено экспертами, наркотическим средством метадон, которое Карим Саидов не успел донести до адресата. Данное наркотическое вещество где приобрели? Мне давали координаты, я переходил по ним. То есть это все где происходило? На какой территории? На территории города Сухум. На территории города Сухум, то есть вы получали координаты с адресом тайника, да? Да. Общая масса изъятого у Карима Саидова наркотического средства метадон составила порядка 16 грамм, что является особо крупным размером. Следственным управлением МВД Республики Абхазия в отношении Карима Саидова по части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Союз журналистов Абхазии стал партнером международного медиаклуба «Формат А3», который был создан журналистами «Комсомольской правды» и ВКТРК в июле 2009 года. Последние 10 лет медиаклуб проводил серию интеллектуальных встреч в Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе и Минске, а теперь готов продолжить свою работу в Абхазии. Проект даст возможность абхазским журналистам встретиться с представителями российской интеллектуальной элиты, задать спикерам напрямую самые острые вопросы о событиях в России, Абхазии и в мире в целом, обменяться мнениями по широкому кругу вопросов. В качестве экспертов готовы посетить Абхазию известные журналисты, писатели, политологи, экономисты, деятели культуры и искусства. Как отмечает председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, реализация совместных проектов международного медиаклуба «Формат А3» и Союза журналистов Абхазии начнется уже в сентябре текущего года. При определении гостей проекта Союз журналистов будет учитывать рекомендации журналистов в редакции СМИ республики, а также творческих союзов и научных институтов Абхазии. Живопись в новом формате. На площадке «Спутник Абхазия» презентовали онлайн-выставку «Изоляция искусства». Это история о том, как художнику жить и развиваться вне привычных каналов коммуникации, оставаться в условиях беспрерывного творческого процесса и открывать новые горизонты. Организаторы проекта «Центральный выставочный зал», Союз художников, информационная поддержка «Спутник Абхазия», который также предоставил нам кадры презентации. Слово Элеоноре Гилаян. В этом проекте представлены работы абхазских художников, созданные в период пандемии коронавируса. Каждый творческий человек переносит новые обстоятельства, продиктованные пандемией, на свою деятельность. В случае с художниками – на полотна. Вообще история мировой художественной культуры, она свидетельствует о том, что все, что происходит с человеком в разные периоды, оно, конечно, несомненно, находит отражение в искусстве. Идея этой выставки пришла уже в такую вторую волну пандемии, когда
понимание, что жизнь будет такая же, как прежде, наша культурная жизнь приостановилась из-за этих ограничений, и надо было искать какие-то новые формы. И тогда мы обратились к информационному агентству «Спутник Абхазии», мы поговорили с руководством. И вот на сегодняшний день я могу сказать, что мы совместно реализовали этот проект. Как говорит председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения, изоляция искусства – это в первую очередь связь художника со зрителем, что очень важно в период закрытых культурных учреждений. Слава Богу, есть такая возможность онлайн общаться со зрителями, да? И хорошо, что вот, вы согласились совместный такой проект организовать. И я думаю, и зрителям, кто будет смотреть, им будет интересно. И вот как Эльвира Анатольевна сказала, там не только работы смотреть, даже мнение художника, что значило для них вот изоляция. В выставке принимает участие большое количество абхазских художников, живущих как в республике, так и за ее пределами. Всего будет 3 этапа, в каждом новые имена и работы. По словам Адгура Ампар, такой формат нов для всех его участников. Весь мир уже переходит на нечто подобное, и я рад, что, в принципе, наша Абхазия тоже как-то вот и как-то так подключилась, да, и оно как бы страшит, это вот эта новизна какая-то, да, но в то же время она будоражит и открывает какие-то новые возможности для раскрытия какого-то потенциала для каждому художнику. Найти ссылку и посетить выставку «Изоляцию искусства» можно на сайте «Спутник Абхазия». Элеонора Гилаян, Абаза ТВ. Команда военных из Абхазии преодолела очередной участок маршрута и провела транспортировку условно пострадавшего на международном этапе Эльбрусского кольца. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. В Кабардино-Балкарской республике в 10-й соревновательный день альпинисты России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в полном составе с оружием и снаряжением совершили дневной переход по несложным ледовым и осыпным склонам маршрута. На комбинированном склоне каждое подразделение с использованием подручного альпинистского снаряжения готовило одного из участников к транспортировке и перемещала его по участку протяженностью 2 километра. Крутизна склонов не менее 30 градусов. На телеканале Абаза ТВ стартует новый проект «Сараса Псууп». Он реализован по заказу Государственного комитета по репатриации. Авторы передачи расскажут вам истории жизни репатриантов, живущих на исторической родине. Первый герой проекта — репатриант Эркут Ардзенба, расскажет историю своей жизни и о сегодняшних мыслях и чаяниях. Сараса Псууп, стыла хочала сачхой, Сараса Рпуп, абалрат сушьялзас. Сараса Псууп, сторых ажит бзаялу. Сараса Псууп, сыш хошло посарпу. Стыла сапу, сабдуча уртрабдуча, а ныш яхамаду сапу. Сараса Псууп. Сыԥсуазаргьы уара уҿы. Абри ахшыҩҵак акыр ихадароуп, аԥырнгьы лахьам ҳаџьырра иагаз ҳџьынџьуаа рхылҵшьҭра рзы. Ҳанхәыҷыз ҳаԥсшәа ҳаҭыршәеит ҳхеиӷьын. Ҳаибзианы ҳуан аԥсшәа. Нас ашкол, уҩызцәа уахьынхо, хәыҷ-хәыҷыла уҽауԥсахуа уалагот, аҭырқәа зызшәара ҳаимариахо иалагеит. Аха ҳаԥсшәа ҳхамшҭит, ҳалеишәагьы ҳхамшҭит, ҳаҟазшьа аԥсшәа ҳашаԥсуа ҳара иаҳдыруеит, иаҳдыруан усгьы. Аха абыржәы ҿыц ииуа, ҿыц иаҵагыло хәыҷык ирзымдырыр ҟалап. Сҭоурых ԥсадгьыл аҿы напык аҟара анышә иазгәышьуаз ҳџьынџьуаа урҭ рхылҵшьҭра шықәсы рацәала иззеиԥхыӡуаз рабацәа рыдгьыл иазыхынҳәны рыԥсадгьыл аҿы иҿыцәаахьаз амца, аха уи иахылҵыз акәиц еиҭеиқәызҵаз. Ушьҭа ара сатәуп, уи ҭырқәтәы аццот сгьежьуеит хаан сымазхәыццац, санаауазгьы сазхәыцӡомызт, ҳаԥсадгьыл аҿы ҳанхарцы ҳааит, ара ҳауп.
Амҳаџьырра иагаз Уазган Арӡынба иԥа Хәыцраб диманы ақырҭқәа еималы иаангылт. Аха аамҭа омак мҵыкәа иаанрыжьыз адгьыл ҵабал иеиԥшыз анырыԥшаа, Алынџьаҟа ииасит. Урҭ дырхылҵшьҭроуп жәашықәса раԥхьа Аԥсныҟа нхарра иааз Иркут Арӡынба. Первая передача нового проекта «Сарас Апсу» после выпуска новостей. Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с ремонтом полиэтиленовой трубы 3 сентября с часу ночи до 18:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города. Новый район, улица Эшба, Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, улица Дзидзария, вокзал, центр города, рынок, Маяк. Сейчас о погоде в республике. В пятницу 3 сентября в Абхазии облачная погода с прояснениями, временами дождь с грозой, местами возможен град. Температура воздуха ночью 19, днем до 23 градусов, температура морской воды 27 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.